Добрый вечер, коллеги. Это последняя презентация Крещенского фестиваля мастер-класса. То есть презентацией короткой Натальи Викторовны мы закрываем наш фестиваль. Она сегодня нам представит тему кофейные истории и необычный материал для изобразительной деятельности – это кофе. После просмотра мы с вами уже не встретимся, поэтому я коротко скажу, что фестиваль собрал 17 мастер-классов. Все эти мастер-классы будут опубликованы на портале «Открытое образование Республики Коми» в лучших практиках. И они будут представлены на площадке Республиканского методического объединения предметной области искусства. Я благодарю всех участников фестиваля за ваши отклики, за ваше желание показать свой опыт. И мне очень приятно сказать о том, что все ваши материалы замечательные, интересные. По результатам Крещенского фестиваля всем мастерам мы подарим, то есть привручим благодарности за участие, а участников педагогического вернисажа еще они получат дипломы участника и победителя фестиваля. Что еще должна сказать? Я очень рада, что такой фестиваль у нас проводится. И это не последнее мероприятие нашего проекта «Педагогический вернисаж. Пути творчества». На февраль у нас готовится еще одно большое крупное мероприятие. Оно связано с направлением музыкальное, театральное и хореографическое творчество. И совместно с колледжем искусств мы готовим большой гала-концерт. Я думаю, что анонсировать мероприятие гала-концерта мы будем позднее. Следите за информацией на сайте Клиро и на страницах, новостной странице Республиканского методического объединения предметной области искусства. Приглашаем к участию. Мы всегда рады вашим откликам и вашим желанием принять участие в мероприятиях Республиканского методического объединения предметной области искусства. И на этом я, с вашего позволения, фестиваль закрываю. Спасибо за внимание и спасибо за просмотр. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хочу представить вашему вниманию мастер-класс по нетрадиционному рисованию кофейным раствором «Чудеса из кофейной чашки». На своих занятиях я применила интересную нетрадиционную технику рисования кофе напитком, который, как оказалось, можно не только пить, но и рисовать им. Детям очень понравилось. Я вовлекла их в творческий процесс и вызвала стремление заниматься и таким необычным способом совершенствовать свои умения и навыки. И я хочу также вас познакомить с этим способом рисования. Нам понадобится растворимый кофе, лучше всего растворимый, потому что обычный из молотого зерна не дает такого насыщенного оттенка. Также нам понадобится соль, нам понадобится корица, для чего я расскажу позже, но если нет аллергии на эту специю. Также нам понадобится вода, емкость, где мы будем делать кофейный раствор, крышечки пластиковые разного размера, подходящего для вас, кисточки номер 2, номер 8, можно 7, можно синтетические, можно белка, а также трубочка для коктейля и салфетки. Бумагу можно использовать разную. Для начала, когда вы только начинаете практиковаться, можно использовать и обычные альбомные листы. Но потом вы лучше всего используйте акварельную бумагу, потому что она лучше впитывает воду
и не коробиться от ее воздействия. Итак, начнем. Нам нужно будет для начала сделать кофейный раствор. Для этого нам нужно взять небольшое количество кофе и по чуть-чуть добавлять в него воду. Вообще рисование очень благодатное, потому что раствора нам и кофе нужно очень немного. Расход небольшой. Размешивать нужно очень аккуратно, чтобы не было комочков. Если воды слишком много, раствор будет очень водянистым, поэтому он должен быть достаточно густым, чтобы дать насыщенный оттенок. Он выглядит таким густым, маслянистым. Так, размешиваем очень тщательно. Если есть время, можно даже дать немножко постоять. Вообще рисование кофе очень похоже на рисование акварельными красками. Единственное, что у нас имеется только один цвет. И мы можем использовать его разные оттенки. От насыщенно темно-коричневого и прозрачный оттенок. А белый цвет рисунка – это сама бумага. Можно, конечно, использовать для рисунка простой карандаш для предварительного рисования. Но так как я работаю с детьми, занятия у нас очень ограничены по времени, и детки разного возраста, то я вам покажу способ рисования, как можно изобразить цветок без использования карандаша при помощи бросового материала, о котором я уже упоминала. Итак, для начала нам нужно сделать фон. Мы берем кисточку, которая имеет больший размер, и наносим капельку насыщенного раствора на уголок нашего листа, постепенно размывая его ближе к середине. Если вам не хватает насыщенности, то вы можете добавить его сразу. Пока наш рисунок не высох, пока наше изображение не высохло, его можно присыпать солью. Это даст дополнительный эффект при высыхании в виде белых пятен и звездочек. Также мы поступаем и с остальными уголочками. Кофейный раствор очень легко размывается. Так, точно так же мы поступаем и со вторым уголочком. Присыпаем его солью, пока не высохла вода. С третьим. Дети заодно знакомятся с тем, как можно выполнять разные оттенки, что улучшит их художественные навыки. Так. И четвертый. Если воды слишком много, то излишки можно промокать салфеточкой. Кисточку в салфеточке. Так. Вот у нас что получилось. Так, вот у нас такой вот фон. Можно его оставить, чтобы он высох. Но мы с вами сделаем рисунок сразу. Итак, вот у нас получился такой фон, своеобразная рамочка. Теперь нам нужна крышечка для того, чтобы нарисовать круг. Не все детки умеют рисовать правильную окружность. И использование этого предмета поможет им выполнить для цветочка серединку. Почему цветочек? Потому что он получается у всех. И цветочек получается очень теплый. И заодно им рассказываю, что это за цветок. Это цветок календулы, что он лекарственный. И этот очень теплый солнечный цветок очень подходит для первого занятия по рисованию кофе. Детки, когда у них все получается, они еще больше верят в себя, в свои силы, и им и дальше хочется продолжать занятия по рисованию. Итак, для того, чтобы у нас получился круг, мы его
аккуратненько обмакиваем в раствор. Если немножко там накапали, ничего страшного. И делаем отпечаток. Вот у нас получился вот такой вот правильный кружок. Детям очень нравится ставить отпечатки. Потом кисточкой нужно закрасить серединку насыщенным раствором. Так. Можно присыпать его солью, можно присыпать его также и корицей. Рисунок у нас будет очень ароматным, будет пахнуть не только кофе, но и приятными специями. Излишек можно потом в конце работы стряхнуть. Затем нам нужно прорисовать лепестки. Берем кисточку меньшего размера и ставим отпечатки способом примакивания. Этот способ дети знают с ясельного возраста, он получается у всех, поэтому детки с удовольствием рисуют солнышко, как будто бы солнышко в виде цветочка. Можно использовать несколько рядов лепестков разного оттенка. Вот самый яркий можно использовать первый ряд, а второй сделать несколько бледнее. Так. Вот, у нас даже получился очень даже пышненько и неплохо. Затем мы прорисовываем кисточкой ствол, лепестки, тоже насыщенным цветом. И теперь нам нужно, чтобы рисунок высох. И пока он сохнет, мы с вами применим еще одну нетрадиционную технику. Очень заинтересовало детей использование трубочки для коктейлей, для изображения травы и деревьев. Выдувая воздух, дети тренируют свой дыхательный аппарат и заодно получают необычное изображение. Вот давайте сейчас при помощи трубочки мы нарисуем травку. Для этого мы наносим капельку раствора вниз рисунка и начинаем выдувать. Капельки под воздействием воздуха разлетаются в разные стороны и как будто бы вырастает травка. Это почти что волшебство и очень нравится детям. Их можно наносить, где вы посчитаете нужным. Когда вы будете наносить капельки, заранее можно продумать композицию. Когда будете выдувать, если будете шевелить трубочку, то веточки будут разветвляться, травинки или веточки. Очень даже весело и интересно. Если вы хотите, чтобы у вас цвет был более насыщенным, то позже, когда ваш рисунок высохнет, вы можете нанести слой повторно. И тогда у вас будет цвет более темный, темно-темно-коричневый. И вы сможете проработать какие-либо детали рисунка. Вот, можно даже в процессе размешивать раствор. Но это уже когда у вас будут определенные навыки. Так. Вот такой у нас получился своеобразный рисунок. Травка у нас чудесная выросла. Эту операцию мы повторили несколько раз с коктейльной трубочкой. В конце работу нужно хорошо высушить, защитить стеклом, ну
Ну или оформить в рамочку. Если этого не сделать, рисунок может испортиться от попадания влаги. Вот одна из моих работ. Можно также ее декорировать зернами кофейными, и у вас будет замечательная работа, украшающая ваш интерьер. Лаком закреплять рисунок не стоит, так как это может испортить всю прелесть аромата кофейного шедевра. Итак, мой мастер-класс закончен. Надеюсь, моя работа вам понравилась. Спасибо за внимание.